Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Что старое уходит и что новое в вашу жизнь приходит. Если тема интересна, посмотрите на песочек, загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, так и спросите, что старое из моей жизни уходит и что новое на смену приходит. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, свечка у меня потухла. Без свечки сложно. Это хороший, кстати, знак. Действительно, из вашей жизни многое уходит. Так. Мы зажгли новую свечу, это как знак обновления. Давайте теперь посмотрим. Высшие силы, дайте возможность ответить на все вопросы. Пошлите только самую важную, нужную и полезную информацию. Посмотрим в будущем. Угу. Смотрите, мои хорошие, я сразу могу сказать, что вас в будущем ждет. Вот прям что 100% с вами случится. Это ваше будущее. Оно здесь очень четко показано. В вашем будущем идет любовь. Вот главной темой проходит любовь и соединение двух сердец. Это не только про любовь, вот как между мужчиной и женщиной. Это также может быть воссоединение с тем, кто сейчас не рядом, за кого вы переживаете, либо у кого плохое здоровье. То есть здесь однозначно знаки очень сильные, обещают как выздоровление, исцеление, освобождение, так и воссоединение людей, будь то любовный союз, будь то семейный союз. То есть это 100% ваше будущее, которое здесь очень четко нам показано. А теперь давайте пойдем по левой стороне. Что уходит? Что уходит? Уходит привычная жизнь. То, к чему привыкли, то, за что держались. У многих из вас, на ваш личный взгляд и вкус, жизнь была, такое, да, допустимо, привыкли. Как-то там стерпелось, да, как-то сложилось, да ладно, пусть так и будет. А у кого-то было плохо. Причем плохо чуть ли не до катастроф. Вот здесь будут большие перемены. У вас две волны идет. Волна большая и волна малая. Первая волна – это волна потрясений. Это то, что будет выбивать почву из-под ног. Понятно, что сложно прощаться с тем, к чему привык, даже если это нельзя было назвать достойной жизнью, но тем не менее человек – существо такое. Человек – существо, которое привыкает, адаптируется, и приспосабливается. Вот у вас первая волна собьет эту вашу привычку, будет нелегко. Сразу хочу предупредить, будет нелегко, но вы быстро сумеете сориентироваться, вы быстро поймете, вот прям как окинете взглядом, да, что происходит вокруг, вы поймете, что эти перемены, они все-таки к лучшему идут. Вторая волна уберет все лишнее, наносное лишнее, заблуждение уберет какие-то устои, которые уже себя изжили. То есть два очищения пройдет, и жизнь ваша поменяется. Причем поменяется кардинально. Я уже сказала, будущее у вас счастливое, чтобы вы не боялись. Понятно, еще раз хочу обратить на это внимание. То, к чему мы привыкли, как человек, заложник своей привычки. Это страшно терять. Но тем не менее, вот кто зашел на эту отсыпку, знаете, что через две волны вы полностью поменяете свою жизнь. То есть так, как вы жили, то, что происходило с вами, вокруг вас, все будет по-другому. Здесь идет именно перемена, причем кардинальная, очень серьезная, кстати, перемена. Надо будет сделать отсыпку на перемены в жизни и детально посмотреть эту тему. Здесь еще есть человек, который уходит. Но
Понимаете, как бы жизнь, она такая штука. Кто-то приходит, кто-то уходит. А человек, который играл важную роль в вашей жизни, не могу сказать, хорошую, плохую, кем он вам приходился, тоже не скажу. Но я вижу, что человек выходит из вашей жизни, открывает дверь и идет в ваше прошлое. То есть дверь за человеком закрывается. Понятно, если человек причинял вам много ущерба, страданий и прочих неприятностей, для вас это будет очень позитивной и приятной новостью. Если человек был вам близок, дорог, то здесь это как воля судьбы, понимаете? Эту ситуацию нужно принять. Принять такой, как она есть. Здесь человек уходит, и он не возвращается. Без этого человека ваша жизнь не утратит краски. Ваша жизнь не превратится в какой-то ад. Наоборот, этот человек где-то вам мешал, где-то вас тормозил, где-то вас, может быть, даже лишал каких-то возможностей. То есть здесь уход этого человека — это воля судьбы, и вам как билетик, да, в новую жизнь. Жизнь, в которой будет много перспектив и много возможностей. Так что, мои хорошие, да. И так бывает иногда. И это нужно принимать. Принимать так, как есть. Здесь у меня еще идет интересная ситуация, связанная с работой. У человека было много амбиций, планов, надежд на свою работу, либо на какое-то место, может быть, на то, чтобы открыть бизнес, чем-то заниматься. Но судьба распорядится совершенно по-другому. Вот эти все возможности, они вот так, знаете, как спрессуются и исчезнут. Вот в один момент, как вот дым, да? Дым, который пошел, и он растворяется. Почему это происходит? Потому что ваше предназначение в другом. Ваше предназначение вас найдет само. Здесь то же самое. Не грешите на судьбу, не надо обвинять никого, ни себя, ни высшие силы, ни людей, которые вокруг вас. Здесь именно ваше предназначение вас само найдет. Вы бы потратили уйму сил, уйму каких-то своих энергетических, умственных запасов, при этом бы особо ничего не добились. Здесь именно рука судьбы идет, которая вас отводит от того, что вам не нужно, и направляет, подталкивает туда, где ваше место. Понять, конечно, сложно, но постарайтесь. Не грешите на судьбу, не надо. Вас судьба здесь не обидела, вернее, она вас не обидит в будущем, это я точно знаю. Но то, что придется вот эту часть пережить, это неизбежно было. Вы бы все равно с этим столкнулись. Поэтому, мои хорошие, принимайте то, что происходит, как данность. Дальше, мои милые, здесь вот смотрите, какая хитрая лиса вышла. Даже не лиса, а лисица, настоящая, большая. Но лисица — это всегда про хитрость, это про коварство, это какие-то тайные замыслы, это скрытые враги, такие, знаете, овечки, вернее, волки в овечьей шкуре. Но здесь конкретно один человек выходит, скорее всего, это женщина. Женщина очень матерая, умная и при этом жестокая. Это страшное сочетание. Вот эта женщина, она как-то на вас планы имела, возможно, вам мешала, возможно, с вами соперничала. Особенно девчонки, кто в треугольнике, кто столкнулся с соперницей. Причем, вот как я описала, холоднокровная, хитрая, прожженная, напрочь лишенная совести. Вот лисица это уходит. Причем она уходит за какой-то, знаете, как... Она бы не ушла сама по себе. Вот. Она бы не ушла сама по себе. Но здесь у нее идет какой-то прям, знаете, как черная полоса в жизни у нее идет. То есть она будет выбирать между своим счастьем, да, вот своей жизнью, возможно, своим здоровьем и борьбой с вами. Она выберет себя. То есть она пойдет, как зализывать свои раны, да, и выстраивать какую-то более-менее адаптивную жизнь для себя. То есть здесь вам высшие силы очень сильно помогут.
очень сильно помогут, потому что у этой лисицы пропадет весь интерес и все желание вам вредить, вам мешать. Она уходит, поэтому это замечательно. У кого дети болеют, либо какой-то страх, переживания за детей. Потому что у меня здесь женщина накрывает ребенка, пытается его защитить, уберечь. Ребенок может быть как и маленький, так и взрослые дети тоже, знаете, как они малышами все равно показываются. Потому что для матери, сколько бы лет ребенку не было, он все равно маленький. Вот. Да. Ребеночек. Вот смотрите, мои хорошие, вам удастся вашего ребеночка, скажем так, отмолить, спасти, уберечь. А ваши молитвы, ваши действия, ваши усилия, они не напрасны. Вот это вы должны знать. Возможно, сейчас в разрезе времени ничего не происходит, а кажется, что ситуация усугубляется. На самом деле не так. Уже начинают происходить изменения, уже запущены механизмы, которые будут вам помогать. А вы своего ребенка убережете от беды, от страшного. И вот это будет именно конкретно ваша заслуга. Ну, вот знаете, это понятие вымолить, да? Вот вы его вымолите, либо ее. Так что, мои хорошие, уйдут ваши страхи, уйдут ваши опасения. Вы молодец, вы все делаете правильно. Сила материнской любви, она будет помощнее, чем любая магия. Поймите, вот это так именно работает. Почему-то люди привыкли там по телевизору, да, в том же Ютубе куча, там я там маг высшей категории, там клеймо негде уже ставить, там куча каких-то сертификатов люди показывают. Ну не может этот человек помочь, да, либо что-то сделать для вас, так как вы, например, сделаете от любви к своему мужу, либо к своему ребенку, к своей маме. Вот люди не верят, люди всегда ищут каких-то легких вариантов, в себя не верят, это очень плохо. Я всегда говорила и говорю, что самая сильная магия — это магия любви. Когда человек, не жалея себя, опираясь на свое сердце, на те чувства, которые есть в сердце, просит не за себя, но просит за тех, кого он любит. Сильнейшая магия происходит в этот момент. Поэтому, мои хорошие, кто на пути молитвы, кто действительно от сердца просит, любит, знаете, что ваши мечты, ваши желания, ваши просьбы, они всегда будут услышаны, приняты и исполнены. Это гарантированно. Гарантированно. Вот поверьте. Не верите, проверьте. Вот проверьте. Никакой там маг, какой бы он там титулованный не был, не сделает чудо вот такого, как сделает материнская любовь, да, либо молитва. Это именно так работает, мои хорошие. Так, идем дальше. Здесь мост вырисовался, мост. У вас появится возможность по этому мосту перейти либо на какой-то новый уровень, либо, знаете как, возможно, пробить какие-то барьеры. Вот я не могу сказать, с чем конкретно это связано. То ли это работа, то ли это, может, действительно какой-то ваш бизнес. Но у вас мостик из пустоты идет к деньгам, понимаете? То есть вам сейчас, возможно, ставят блоки, да, вот там темные силы, там люди могут выставлять блоки, опять же таки законы могут блоки создавать. То есть трудно зарабатывать, либо трудно какие-то денежки получать. Нет возможности, либо как-то все там заблочено, заблокировано. Мостик находится, у вас прорисовывается мостик, это очень хорошо. Вы знаете, вы уходите от мелочи, от каких-то мелких таких денег, как слезы, да, со слезами вы их получаете, добываете, тяжело работаете, вы переходите на новый уровень, там, где деньги вот такие огромные, большие, и они идут как на изи, то есть вам не нужно много там вкалывать, работать, как лошадка, да, пахать, такого нет. Здесь такие благоприятные условия у вас образуются, что вот, знаете, хочется сказать, что деньги сами начнут вам в карманы прыгать. Я не могу сказать, при каких обстоятельствах, возможно, тоже следует детальную отсыпку в будущем буду делать. Посмотрим, как деньги будут приходить. Но то, что я вижу, мне очень нравится. Мне нравится то, что вы
не напрягаясь, вот возможность такая, да, зарабатывать и получать. Это замечательно. У вас будет очень много времени на себя, на свое развитие, на хороший, правильный там распорядок дня, чтобы можно было и отдыхать, и общаться со своей семьей, со своими близкими, да, еще какую-то свою отдельную там личную жизнь вести. Там, я имею в виду хобби, увлечения. Это просто прекрасно. Нужды не будет. Бедности не будет, выживания не будет, будет именно жизнь. То есть у многих, вот я прям чувствую, да, от этой левой стороны сейчас именно ситуация выживания, когда сложно. И с каждым днем вот кажется, что все хуже, хуже, там ценник растет, там еще какие-то проблемы происходят, что-то где-то там ломается. И вы думаете, что все, это тупик, уже дальше падать некуда, и что делать, да? Надо просто сидеть и ждать, пока самое страшное произойдет. Вы ошибаетесь. Когда вы упадете на самое дно, вы поймете, что это не дно, а на самом деле это и есть небо. То есть здесь такая идет интересная метаморфоза. Если честно, до конца не понимаю, но я просто читаю знаки. Я вижу, что вот с ног на голову идет. Но потом по итогу оказывается, что на самом деле, где были ноги, там должна быть голова. То есть как-то то ли изначально вы перевернулись в какой-то момент, и вся ваша жизнь пошла наперекосяк из-за этого переворота случайного. А сейчас вы восстанавливаетесь. То ли как-то, вот знаете, интересно здесь все так напутано, запутано, но результат идет все-таки очень позитивный. И это не может не радовать. Так, что приходит? Что приходит? Ну, приходят верные друзья, хорошие знакомые, знаете, можно сказать, соратники. Соратники, да, вот прям как близнецы, братья, не знаю. То есть люди, которые ну, вот горой стоят друг за другом и живут вот как друг для друга живут. То есть если вы хотели надежных отношений, если вы хотели действительно каких-то стабильных отношений, чтобы человек не для там галочки, что типа опа, я замужем, колечко есть, да, там в паспорте печать стоит, а именно вам нужен был настоящий партнер, с которым и в огонь, и в воду, вот такой человек появляется. У кого-то это отыграется как дружба, а у кого-то отыграется как семейная пара, как совместное будущее, да, найдете вы свою половиночку, свою пару. Это очень хорошо, потому что этот человек, он очень много будет для вас делать, очень будет сильно, конкретно даже вот вкладываться в вашу дружбу, либо в ваши отношения, смотря как у кого отыграется. Человек, кстати, вот отличительная черта, светленький, светлый тон у него, и он высокий и худой. Ну, либо она высокая и худая. Вот такая личность идет к вам. Так, здесь не будет тайны секретов. Вот сундук, в котором были тайные секреты, он открывается. То есть в нем появляется дырка, и вот со временем эта дырка больше и больше становится. То есть тут секреты и тайны. Возможно, это ваши семейные тайны, возможно, это то, чего вы, в принципе, там, да, вот в социуме что-то скрыто. А вы очень много правды узнаете. Я не буду вас обманывать, я вижу, что правда будет шокирующей. Многим очень сложно будет принять такую правду, которую они узнают и услышат. Но правда ведь она всегда горькая. Это ложь у нас сладкая, а правда она горькая. Но жить во лжи — это самое худшее, что может делать человек. Это очень пагубно влияет на жизнь человека. Правда, какой бы она ни была, там, горькой, болезненной, все равно лучше. Зная правду, человек может выстраивать свою жизнь, не совершая каких-то фатальных ошибок. Поэтому здесь идет вот шоковый душ, да, правды на вас. Не стоит бояться, не стоит ни в коем случае себя винить, если каких-то вещей вы не знали, либо жили в каких-то заблуждениях. Это не грех. Не грех не знать. Грех знать и молчать, понимаете? Вот у вас получается другая ситуация. Правду придется принять. Когда вы примете эту правду, вот такую, как она есть, вот все, что вы там узнаете, получите, вам станет намного легче. Намного легче. И мозг прояснится, и сознание очистится. Здесь, кстати, от этой правды
идет какое-то облегчение. Не знаю, вот с чем конкретно связано, но идет облегчение. Так, что еще приходит? Ну, кто-то из родственников приходит. Вот я не могу понять, какой уровень здесь родства, но то, что узелочек на судьбе есть, вот он вышел, это да. Человечек, смотрите, откуда-то идет. Откуда? Это у нас где-то с юга, что ли. С южного направления идет к вам человек. Может быть, он не один, может быть, он с семьей. Но это, как, знаете, найденный родственник, либо человек, с кем вы в родстве, но либо вы не знаете об этом человеке, либо, в принципе, знаете очень поверхностно. Вот нахождение человека родного по крови — это один момент, и очень близкого по духу. То есть у вас семья, ваше родовое дерево, оно как цвести начинает. Это замечательно. То есть, когда дерево цветет, это значит, в этой семье появляются детки, в этой семье появляются новые люди. Да? То есть идет обогащение, идет очистка родовых каналов, идет налаживание связей. Когда весь род собирается, да, вот люди по роду связанные, вы получаете больше помощи по родовым каналам, понимаете? Вот у вас тут хороший знак на это дело. Ждите, ждите, появятся новые родственники, появятся, ну как новые, может и новые, а может быть найденные, да, где семья будет разрастаться. Вам вот эти дальние родственники, они станут ближе, чем самые родные. Вот настолько они хорошие, приятные люди, и настолько вы будете друг друга хорошо понимать. То есть не предадут, не обманут, уважать будут, любить будут, ценить будут, помогать будут, понимаете? Они не придут за помощью к вам, они придут, чтобы вам помогать. Вот это интересно. Дальше, мои хорошие, что приходит? Приходит шанс куда-то уехать, переехать. У кому-то это будет переезд, да, шанс на переезд, а у кого-то будет шанс на какую-то поездку. И то, и другое очень положительно отыграется в вашей судьбе. И если вы станете перед выбором, что делать, ехать, не ехать, как поступить, однозначно нужно ехать. Этот шанс, он не идет как прописанный вам план. Здесь как возможность. Если вы хотите, вы сможете. Если вы откажетесь, ну, это уже ваше будет дело. Но я бы рекомендовала, особенно я рекомендовала бы эту поездку женщинам, которые в возрасте вот там 40-45 плюс, туда подальше, да, которые уже опытные, назовем так. У вас в этой поездке вот прям действительно может жизнь поменяться, причем, ну вот как разделение даже может пойти на до и после. Я не могу сказать, с чем это связано, но я вижу, что испытав те эмоции, те чувства, которые вы получите в этой поездке, вы не захотите возвращаться к своей прежней жизни, либо жить ту прежнюю жизнь, которой вы жили до. То есть вот какое-то идет яркое эмоциональное потрясение, которое вас, ну как окрылять будет, да, которое вот как новый шанс, новая возможность. Очень интересно, кстати. Так, что еще приходит? Что еще приходит? Ну, кому-то идет имущество, не знаю, имущество идет. Я не могу сказать, что вы в этом имуществе будете проживать, но здесь как будто бы несколько объектов, либо предметов каких-то имущества, но это что-то дорогое, что-то ценное, это как сокровище можно назвать, да, то есть, например, там дорогая квартира по наследству останется, либо там какой-нибудь предмет роскоши, да, который можно дорого продать. То есть вы будете обладателем каких-то ценных ресурсов, вот назовем это так, ценные ресурсы. Особенно будет отыграться у тех, у которых, ну, как говорят, ни кола, ни двора, да, вот ничего нет, человек там всю жизнь там перебивался, да, случайными там заработками, либо там всю жизнь в арендованном жилье прожил. Вот для вас это будет просто заслуженная награда за то, что вы натерпелись, да, за то, что вы пережили, за то, что не сломались. Очень интересно. Так, что еще идет? Вот это для девочек будет интересно, которые
устали от своего супруга, устали от жизни без любви. Какая-то, вот знаете, тяжелая жизнь, когда женщина, ну, честно скажем, да, недополучала ни чувств, ни эмоций, все на себе тащила и жила, как жила, да, тяжело ей пришлось. Вот смотрите, девочки, с вашим мужчиной что-то произойдет. Произойдет такое странное, я не могу сказать, что конкретно, больше похоже на какую-то болезнь. Но болезни они разные бывают, да, есть физические, есть душевные. Вот что-то, какое-то потрясение происходит. И через это потрясение мужчина ваш, он поменяется, он как переродится, он станет тем, кем его задумала природа. Понимаете, вот природа задумала его, например, быть человеком там, хорошим, честным и справедливым. Но жил он не в тех условиях, да, либо там общался не с теми людьми. В какой-то момент произошла подмена ценностей. Человек оскотинился, опустился и был мучителем, который долго вас там... Мучить можно ведь по-разному, да, можно просто ничего не делать, да, никак себя не проявлять и быть таким ярмом, а можно издеваться там и угнетать. Это тоже мучение, и то, и другое. Вот я именно говорю для девушек, для девочек, женщин, кто пережил тяжелый брак, либо кто находится в тяжелом браке. То есть женщина не чувствует себя счастливым. Вот это я имею в виду. Вот у вашего супруга, вот вы его не бросите. Даже если вы сейчас в разводе, когда с ним произойдет эта ситуация, вы его не оставите. Вы первая придете к нему на помощь, несмотря на то, что он вас там как-то угнетал и обижал. Вы будете ему помогать. И мой хороший, он ответит вам, ответит слезами благодарности, понимаете? Он переродится, он станет совершенно другим человеком. И да, у вас идет новый брак с тем же человеком, но новый брак, потому что все будет по-другому, и человек будет относиться по-другому, и вы будете относиться по-другому, и жизнь ваша будет совершенно другой. Это очень интересно. Вот кто поставил точку, кто думает, да все, ничего уже не будет. Нет, девочки, только лишь начало вашего пути, вашей истории, настоящей вашей истории. Да, время упущено. Да, лучшие годы, возможно, там ушли в молодости. Но, тем не менее, счастливая старость — это то, что вы заслужили. И это то, что вас ждет. Счастливая старость. Пусть слово «старость» вас не пугает. Это нормально, это естественные процессы. Так что, мои милые, вам еще быть счастливой. Счастливой в своей семье, счастливой в теплом большом доме. Радость, она у вас впереди. Так, теперь хочу сказать про молодых девушек, кто либо никак замуж выйти не может, либо кто не может встретить достойного человека. Вроде как мужчина есть, но такое, да, плюс-минус не подходит. Вы, мои хорошие, встретите того, кто вам будет послан свыше. Ваш брак уже запланирован. Был запланирован, возможно, при вашем рождении, может быть, даже до. Вам идет человек, которого вам подобрал ваш род, ваши усопшие родственники. Звучит странно, но именно на вас, вот кто зашел на эту отсыпочку, кто молод и не в браке, выпадает очень важная роль от вашего рода вам данная. Вам идет очень специфичный человек. Я не буду тут рассказывать, что какой-то суперидеальный муж. Нет, обычный человек. Но специфика у него заключается в его родовых каналах, в его, возможно, генотипе. Абсолютно с вами не схожий. Абсолютно. Здесь отыграется от другой расы, национальности до даже внешних каких-то, да, проявлений. То есть вы беленькая, он там абсолютно черненький, либо он там черненький, вернее беленький, а вы черненькая. То есть здесь что-то идет невероятное. Расы могут быть разными, понимаете? Но так должно быть, и так оно и будет. Ваш брак, он будет один, но он будет капитальный, то есть от начала и до конца. С этим человеком вы проживете долгую жизнь, очень многого испытаете, не буду обманывать, тут и хорошее, и плохое будет, потому что будете у друг друга учиться, потому что будете друг друга подтягивать. Интересная жизнь вас ждет.
Что хочу вам сказать. Очень важно вам понимать, что счастье создается не упреками, не капризами, не рабским поклонением, а наоборот. Счастье создается, когда люди могут свободно говорить с друг другом, когда люди уважают интересы друг друга, когда есть возможность договориться, и любой спор и ссору можно, скажем так, закончить именно договоренностью, то есть договориться. Не забывайте, что вы друг друга полюбили, не забывайте, что ваша жизнь — это один большой урок. Так что, мои хорошие, у вас впереди, у вас знаете, как начнется? Просто в один момент. Вот ваша встреча идет в один момент. Вас столкнут просто высшие силы. Столкнут, все, вы сразу влюбитесь, там буквально какой-то очень короткий промежуток времени, там повстречаетесь и сразу на свадьбу. Сразу свадьба, и вот она, ваша семейная жизнь начнется. Уважайте своего супруга, и он будет уважать вас. Вот такой совет вам идет. Мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.